Добрый вечер, уважаемые телезрители. В прямом эфире информационная программа «Новости» в студии Туэр Пирзода. Согласно генеральному плану, рассчитанному вплоть до 2040 года, город Душанбе будет расширяться и улучшаться во всех направлениях. Кроме того, осуществляется реконструкция дорог, строительство эстакад, обустроены и приведены в порядок столичные парки, которые служат таджикистанцам и гостям столицы местами активного отдыха и досуга. В каждом дворе построены универсальные детские и спортивные площадки. Осуществляется масштабное строительство высотных зданий и социальных объектов. Улицы преображаются, придавая столице особое великолепие и красоту. Так, в течение 2 лет в рамках генерального плана города Душанбе будет полностью преобразована улица Садриддина Айни от перекрестка улицы Дружбы народов до площади Победы. В ходе строительства уделяется особое внимание озеленению и ландшафтному дизайну, чтобы сохранить статус самой зеленой столицы среди стран СНГ. В Душанбе будут созданы новые парки, скверы и цветочные аллеи, а также спортивно-развлекательные площадки и другие социально-культурные объекты. К другим новостям. Строительство 500 объектов различного назначения запланировано в древнем городе Истаравшан в честь 30-летия государственной независимости Республики Таджикистан. Новые сооружения возводятся с учетом международных строительных норм и правил градостроительства. Каждое здание становится достойным украшением этого города мастеров. Кроме этого, в эти дни возросли темпы работ по ремонту и асфальтированию дорог. В городе Истаравшан развернуто масштабное строительство производственных, торговых, сервисных, административных и социально-культурных объектов. Согласно генеральному плану, запланировано возведение свыше 450 новых зданий и сооружений. Кроме того, активизировались мероприятия по благоустройству. Реализация новых проектов направлена прежде всего на то, чтобы привести в соответствие с современными требованиями улицы и территории, прилегающие к административным и сервисным объектам. В этом плане архитекторы и инженеры прилагают максимум усилий для разработки уникальных проектов. На проспекте Исмоили Сомони был сдан в эксплуатацию центр обслуживания. Здесь на 3-м этаже создан центр по изучению языков. На проспекте Истеклол состоялась церемония сдачи в эксплуатацию жилого здания, на 1-м этаже которого создан торговый и сервисный центр. В центре изучения языков задействованы специалисты из Турции и Китая. Здесь наряду с изучением русского и английского языка налажено с помощью передовых методик освоение тонкостей китайского и турецкого языков. Предприниматели намерены в будущем создать также павильоны для продажи ручных изделий ремесленников. Кроме того, в честь годов развития села, туризма и народных ремесел ускоренными темпами идут строительные работы во всех селениях Истаравшана. В частности, уже введены в строй птицефабрика, торговые центры и комплексы, центры здоровья, культурные, образовательные и спортивные учреждения, цветочные аллеи и скверы. Свыше 200 объектов сдано в эксплуатацию. В эти дни темпы строительных работ в этом древнем городе заметно возросли. За счет средств правительства Республики Таджикистан, привлечение внешних инвестиций, поддержки отечественных предпринимателей проводится ремонт и асфальтирование дорог различного назначения. Особое внимание уделяется асфальтированию дорог в сельской местности. В распоряжении дорожно-эксплуатационного управления города Истаравшан находятся 232 километра дорог, 190 километров из которых имеют местное значение. Ремонт дорог осуществляется по 9 направлениям. Выполнены работы на сумму 155 355 сомони. В том числе на сумму 56 500 сомони был проведен капитальный ремонт и асфальтирование дороги Истаравшан-Санаторий Уратюбе. Для активизации деятельности дорожников Министерство транспорта Республики Таджикистан предоставило 10 тонн 600 килограммов битума на сумму 47 170 сомони. В мероприятиях по благоустройству принимают активное участие отечественные предприниматели и в целом все жители. Каждый стремится внести свою лепту в созидательный процесс. Дороги Махалинского комитета имени Алишера Навои обновляются и асфальтируются. Свой значительный вклад в мероприятие по благоустройству внес местный предприниматель Саид Ахмадов. Другой предприниматель Шавкат Аюбов также активно принял участие в ремонте дорог, израсходовав на эти цели 300 тысяч сомони. Работы по ремонту дорог в селениях проводятся с учетом всех современных требований. Так, Алишер Музулоев заасфальтировал 2,5 километров дороги в селении Боги-Колон. Предприниматель Бахром Юсуфов 600 метров в селении Джавкандак. Патриотичные жители заасфальтировали 1 километр дороги Суфьорев-Джаркургон в сельском джамуате Зархалол. При поддержке местного органа государственной власти города Истаравшан подготовлено 200 тонн асфальта для ремонта и асфальтирования селения Сабристон. В последнее время в этом древнем городе активизировался созидательный процесс.
Развитие туризма – это залог процветания страны и стремительного роста благосостояния населения. Таджикистан обладает богатым туристическим потенциалом. Одной из достопримечательностей в этом смысле является государственный парк Сари-Хосор, который был основан в 2003 году для обеспечения устойчивого биоразнообразия горных экосистем. Республика Таджикистан славится не только своими международными инициативами по защите окружающей среды и экологии, но и своей неповторимой природой, живописными горными ландшафтами, богатой флорой и фауной. Бирюзовые озера, изумрудная зелень национальных парков и разноцветие альпийских лугов, разнообразный животный мир, целебные горячие источники – крутые скалы, горные склоны, покрытые тугайными лесами и другие красоты этого удивительного края не оставляют никого равнодушным. Одной из достопримечательностей в этом смысле является государственный парк Сари-Хосор, который был основан в 2003 году для обеспечения устойчивого разнообразия горных экосистем. Это охраняемая государством территория, занимающая более 3500 гектаров, расположена на высоте от 1500 до 4000 метров над уровнем моря, находится на юге Таджикистана и отличается сложным рельефом и разнообразием природных богатств. Описать красоту этих гор невозможно, настолько совершенны и завораживающие эти места. Здесь обитают различные дикие животные, в том числе тяньшанский бурый медведь, снежный барс, горный козел, манул, каменная куница, выдра, рысь, уриал, кабан, орел, дикобраз, муфлон, кобра, фазан, варан и другие животные, а также в большом количестве здесь встречаются кеклики, горлицы, ласточки, иволги, игривые майнушки и другие птицы. Сари-Хосорский природный парк поистине уникален. Особое восхищение вызывают горные леса, состоящие из грецкого ореха, можжевельника, тополя, барбариса, алычи, яблонь и ряда других видов диких плодовых деревьев и кустарников. Удивительная гармония царит в этом поистине райском уголке. Водные потоки, берущие свое начало с горных вершин, протекая вдоль всего ущелья, питают долину. Прозрачные родники, тенистые рощи орешника и плодовых деревьев, многообразие животного мира и купол лазурного неба поражает и оставляет неизгладимое впечатление. На склонах Сари-Хосор поголовье горных козлов колеблется от 190 до 240, сайгаков от 550 до 566 голов. Все это биологическое разнообразие привлекает туристов, особенно тех, что любят путешествовать пешком. Для развития туризма в этих местах имеются также зоны отдыха. В границы Сари-Хосора входят туристические зоны Гармак-Рундак, Санги-Сабз, Пуштай-Чул, Чашмай-Хубон. Также имеется отель в районе Пештова. Зумрат Файзиева, Дильшоди Хушвак, телевидение Таджикистан. По прогнозам агентства по гидрометеорологии Республики Таджикистан, до 10 августа в республике сохранится сухая и жаркая погода. В связи с повышенным температурным фоном в этот период в предгорных и горных районах возможно прохождение ледниковых селевых паводков. В этот период на реках Пянж, Вахш, Зиравшан и их притоках ожидается резкое повышение уровня воды, возможен размыв берегов. Аномально жаркую погоду тяжело переносят люди с сердечно-сосудистыми заболеваниями, сахарным диабетом и другими болезнями. О профилактических мерах расскажут наши коллеги. Жаркая погода оказывает негативное влияние на состояние здоровья населения всех возрастных групп. В жаркий летний период люди чаще обращаются за медицинской помощью, так как при жаре рефлекторно расширяются сосуды кожи, учащается дыхание, пульс, нередко падает кровяное давление. Сама кровь склонна сгущаться, что может привести к инфарктам миокарда. Чтобы лучше перенести жару, медики рекомендуют следующее. Не рекомендуется долго находиться на солнце, особенно с непокрытой головой. Необходимо регулярно принимать жидкость. Утолять жажду предпочтительнее прохладными, но не холодными напитками. Водой, лучше минеральной, чаем, соком, но ни в коем случае не алкоголем, кофе или пивом. Следует надевать на себя легкую светлую одежду из натуральных тканей – хлопок, лен, шелк. На открытом солнце надевать солнцезащитные очки, пользоваться солнцезащитными кремами и постараться держаться тени. Людям, принимающим антибиотики,
антибиотики категорически не рекомендуется находиться на солнце, так как некоторые антибиотики повышают чувствительность кожи, что приводит к солнечным ожогам кожи. То же самое касается людей, страдающих онкологическими заболеваниями и получающим химиотерапевтические препараты. Используя эти простейшие меры профилактики, можно легче перенести даже самые знойные дни и избежать ухудшения состояния здоровья. Зумрат Файзиева, Мехрузи Джума, Дильшоди Хушвах, телевидение, Таджикистан. Уважаемые телезрители, это были главные новости к этому часу. Оставайтесь с нами и будьте здоровы.